Виноград Анюта. Сорт винограда Анюта идеально подойдет для дебютирующих виноградарей. Сорт обладает высокой урожайностью плодов с мускатным вкусом. Виноградные повители не требуют большого внимания. Анюта является гибридной формой столового винограда. Срок созревания среднепоздний, составляет от 140 до 150 дней. И в первых числах осени, середины сентября полностью достигает своего созревания. Этот виноград славится отличным товарным видом. Благодаря нему Анюту легко продавать и успешно транспортировать. К моменту своего плодоношения, к 5-му году после посадки, куст этого сорта будет способен обвить опору, достигающую 3-метровой отметки. Виноград Анюта. Описание сорта и фото. Грозди Анюты конические и очень большие, в весе достигают более килограмма. Неплотное расположение виноградины грозди делает ее более рассыпчатой по своей структуре. Ягоды крупные 15-20 грамм и 36-25 мм. По форме овальные, средней плотности, с 4 косточками. Ягоды склонны к растрескиванию при обильной поливке куста или чрезмерных погодных осадков. При долгом нахождении гроздьев на кусте после полного созревания виноград может потерять свои вкусовые качества. Поэтому его сбор лучше производить по мере созревания ягод. Цвет сорта темно-розовый со вкусом муската. Кожица упругая, съедаемая с плотной мякотью. В привитой культуре Анюта является сильнорослой. Необходимо учитывать, что большая часть лозы куста высоко плодоносна. Имеет способность самоопыляться при помощи обоепалого цветка. Обрезку рукавов и молодых побегов необходимо производить в начале осени. У сильнорослого куста сорта Анюта удаление должно быть длительным и насыщенным. Каждый побег необходимо укоротить на 8 глазков. Такой метод в несколько раз повысит количество и качество урожая на следующий год. Фото винограда Анюта. Для разведения сорта винограда Анюта много времени и большого внимания не требуется. Он отлично приспосабливается ко всем климатическим условиям. Анюта способна быстро адаптироваться и свободно укореняться, хорошо приживается в южной и центральной части России. Анюта – это скрещивание сортов талисмана кишмиш лучистой. Киш-1Х кишмиш лучистой. Этот сорт вывел народный селекционер В.Н. Крайнов. Черенки с легкостью укореняются с хорошим вызреванием побегов. Отличительной чертой этого сорта является великолепная совместимость с подвоями. Плоды и побеги хорошо произрастают при насыщенной высадке кустов на большой площади. Справка. В.Н. Крайнов смог добиться превосходных результатов в любительской селекции винограда. Он пошел по стопам своего отца, полковника в отставке, и посвятил свою жизнь разведению виноградных сортов. С 1995 года Владимир Николаевич проводил свои первые скрещивания новых гибридных форм. Первый урожай был дан через 2 года, а успешные скрещивания у него получились только через несколько лет кропотливого труда. Крайновым разработано 8 чудесных виноградных разновидностей. Сорт Анюта он считал своей любимицей и был очень рад выведенному сорту винограда из-за его нежного вкуса с мягким ароматом муската. В последние годы его жизни у селекционера появилось много последователей. В.Н. Крайнова, несомненно, можно считать одним из первых лучших селекционеров Российской Федерации. Этот сорт Анюта – виноград особого свойства по своей высокой урожайности. Некоторые кусты своими богатыми плодами могут даже перегрузить куст, что приводит к его повреждению. Поэтому следует осенью при помощи обрезания регулировать наличие гроздьев и побегов. Сорт Анюта не боится заморозков до минус 23 градусов по Цельсию, но желательно процедура укрывания кустов на зиму полиэтиленовой пленкой. Стоит отметить, что полиэтиленовый целлофан не пропускает воздух. Поэтому зимний процесс укрывания винограда должен находиться под наблюдением. Осенние черенки или привитые подвои необходимо засыпать песком у их корневой системы. В избежание рассыпания песка осенью, его нужно закрыть досками, мхом или фанерой. Виноград устойчив к грибковым заболеваниям, коидиуму и мильдию. 3,5 балла устойчивости. Сорт не подвержен горошению. При поражении Анюта мучнистой росой
Необходимо профилактические опрыскивания, если не учитывать отличную непоколебимость к грибковым заболеваниям. Кусты сорта анюта нужно опрыскивать фунгицидными средствами. Профилактика выполняется до цветения повители, а также во время развития виноградных плодов на соцветиях. Благодаря толстой шкурке, исключены повреждения урожая осами. Кусты винограда необходимо обильно подкармливать. Самой превосходной подкормкой являются фосфорно-калийные компосты, а также навоз и перегной. Прививка черенка на подвой. Перед прививкой подвой необходимо обильно полить и хорошо зачистить. В середине сделать небольшое углубление, в которое нужно опустить черенок. При широком подвое можно прививать одновременно несколько саженцев. Глубина ямы не должна превышать 80 сантиметров. Для подвоя черенки клинообразно обрезают. Для удержания влаги верхнюю часть саженца нужно парафинировать. Для хорошего контакта между древесиной подвоя и саженцем, область прививки нужно плотно стягивать. Для удержания влаги и проступания воздуха к травмированным участкам черенка, место прививки необходимо продезинфицировать мокрой глиной. После прививки подвой необходимо полить достаточным количеством воды, а в почву установить подпорку для плетения лозы куста. Посадка сорта анюты производится как осенью, так и поздней весной. При посадке саженца весной, куст успевает окрепнуть и отлично укорениться. При посадке винограда осенью, его необходимо хорошо укрыть. В ином случае саженец может замерзнуть. Хорошая подпитка и обильная влажность почвы поможет кусту напитаться влагой, которая значительно усилит морозоустойчивость. После поливов кустов землю вокруг штамбов винограда окутывает мульчей. Она одновременно служит подкормкой и помогает кусту сохранять влагу в земле. Самой удобной мульчей для виноградных кустов сорта анюта является гумус, мох и почерневшие опилки. Сорт анюта высокоурожайный, непривередливый к погодным условиям, перепаду температуры. Важно учесть, что виноградные кусты, посаженные с южной стороны, отлично разрастаются и хорошо плодоносят. Растения, находящиеся на северной стороне поля, дозревают медленно и неравномерно.